Всем привет! Тема сегодняшнего урока – это условное наклонение Шарты-Рай. Сегодня мы рассмотрим отрицательную форму данного наклонения. Отрицательная форма условного наклонения образуется при помощи отрицательных суффиксов «маме», «папе», «бабе», которые присоединяются к основе глагола. Далее присоединяются аффиксы условного наклонения и затем следует личное окончание второго типа. Для примера возьмем глагол «отеру», который переводится как «сидеть». Итак, мы используем основу глагола, она звучит как «отер». Далее присоединяем отрицательные суффиксы, в данном случае это суффикс «ма». Далее идет суффикс условного наклонения «са». Так как глагол у нас твердый, значит и суффикс у нас тоже твердый. И после этого мы прибавляем личное окончание «м». И все вместе звучит «мен отермасам». Перевести это можно «если я не сяду». То же самое происходит и в остальных лицах. Сен отермасан, если ты не сядешь. Сис отермасанс, если вы не сядете, это уважительная форма единственного числа. Ол отермаса, если он не сядет или она не сядет. Также и во множественном числе. Быс отермасак, если мы не сядем. Синдер отермасандар, если вы не сядете. Сиздер отермасанздар, если вы не сядете, это уважительная форма множественного числа. И олар отермаса, если они не сядут. Второй пример. Глагол келю – приходить. Основа глагола у нас будет звучать как кель. Далее мы прибавляем отрицательный суффикс, в данном случае это суффикс ме. Так как основа глагола у нас мягкая, значит и отрицательный суффикс у нас также мягкий. Далее прибавляется суффикс условного наклонения, тоже мягкий, в данном случае се, так как основа глагола у нас мягкая. И после этого только прибавляется личное окончание м. И все вместе звучит мен кельмисем. Перевести это можно, если я не приду. То же самое происходит и в остальных лицах. Сен кельмисен, если ты не придешь. Сис кельмисенос, если вы не придете, уважительная форма единственного числа. Ол кельмисе, если он не придет или она не придет. То же самое происходит и во множественном числе. Сначала мы присоединяем отрицательный суффикс, далее аффикс условного наклонения и личные окончания множественного числа. Все вместе звучит «быс кельмисек», если мы не придем. Далее синдер кельмисиндер, если вы не придете. Уважительная форма множественного числа звучит «сиздер кельмисиндер», если вы не придете. И олар кельмисе, если они не придут. Теперь рассмотрим предложение. И первое предложение: если он не пойдет в кино, я тоже не пойду. В первой части мы используем условное наклонение, а во второй части мы используем переходное время. И предложение звучит «Ол кинога бармаса менде бармаймым». Глагол мы используем в первой части «бару». Основа глагола звучит у нас как «бар». Отрицательный суффикс мы прибавляем твердый. В данном случае это суффикс «ма». После этого мы прибавляем аффикс условного наклонения. И глагол звучит «бармаса». А во второй части предложения мы используем переходное время. И предложение звучит «Ол кинога бармаса менде бармаймым». Второе предложение. Мы здесь используем глагол жазу. Далее присоединяем отрицательный суффикс ба, так как основа глагола у нас твердая. После этого прибавляем аффикс условного наклонения са и личное окончание второго лица, так как мы используем второе лицо сен, который переводится ты. И во второй части предложения мы используем переходное время. И предложение звучит «Сен жазбасан жауап алмайсың». Перевести это можно: если не напишешь, ответ не получишь. И последнее предложение. Здесь мы используем глагол төлеу – платить. Основа глагола звучит у нас как төле. Основа глагола у нас получается мягкая. Далее мы прибавляем отрицательный суффикс ме, потому что основа глагола мягкая. И аффикс условного наклонения мы также прибавляем мягкий. Глагол звучит төлемесе. А во второй части предложения мы используем переходное время. И предложение звучит «Ол төлемесе товар алмайды». Перевести это можно: если он не заплатит или если она не заплатит, товар не получит. То есть в первой части у нас идет условное наклонение, а во второй части мы используем переходное время глагола. Ну а на этом данный урок завершен. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.